30 ноября на Карельском перешейке заговорили пушки, потому что не смогли найти общий язык дипломаты. Сталин требовал отодвинуть границу. До Ленинграда от бывшего финского города Тереёки, а теперь Зеленогорска, всего 40 километров. Жители тогда еще молодой республики, Финляндия после развала Российской империи получила независимость, не хотели отдавать и пяди своей земли. После успешного наступления советская армия уперлась в линию Маннергейма, одно из самых грандиозных оборонительных сооружений 20 века. Болота перед укрепленными дотами стали братской могилой для десятков тысяч финских воинов и сотен тысяч советских солдат. Точнее сказать о потерях невозможно, считает командир поискового отряда Сергей Загадский. Пока землю можно копать, он и его команда продолжают поднимать останки бойцов. Каждый год они находят сотни людей, но даже опыт поисковиков позволяет делать выводы лишь о соотношении сил. В 2013 году была большая вахта, в 2013-2014 годах большая вахта на болоте в Лейпясу. Болото огромное, обширное, там было найдено порядка 600 наших солдат и 10 финнов всего. В этом году захоронили 177 красноармейцев и ни одного финна. Колоссальные потери Красной армии историки объясняют неплохим вооружением или низким боевым духом. Все это провальная тактика полевых командиров. Например, штурмовать железобетонные доты советских солдат отправляли без маскировочных халатов. Вот можете представить, вот зима, заснеженные, белоснежные болота, и по нему идут сотни черных точек. Для финнов у финнов это в документах, по большому счету, не проходит как даже более-менее серьезный бой. Для них это был тир. Ну, вот отстреливать черные точки, там, черные фигуры на белом болоте, ну, наверное, лучше мишени не придумаешь. Почему у них не было маскалатов? Ну, вопрос, наверное, командования. Где были расположены многие из финских дотов, советские солдаты не знали. Так хорошо были замаскированы укрепления. А по тем, о которых предупреждала разведка, долгое время били только из стрелкового оружия. Поначалу выбить финнов из этих дотов казалось задачей практически невыполнимой. И советские снайперы пытались через смотровые щели попасть в пулеметчиков. Эти крепости были достаточно безопасными, выдерживали обстрелы тяжелой артиллерии. Но главное, внутри было тепло, а в окопах красноармейцы даже в зимней одежде замерзали насмерть. Так погибли украинские солдаты. У пополнения из Одесской области не было ватных штанов, под шинелями носили обычные гимнастерки. Часто бывало так, что танки получают приказ идти в атаку, начинают идти в атаку, пехота такого приказа не получает, остается лежать. Танки прорываются к финнам в тыл, прорывают линию обороны. Там у них заканчивается топливо, танкисты танки бросают и начинают пытаться выбраться обратно за линию фронта, потому что пехоты нет, помочь некому, и, собственно говоря, успех развить некому этого прорыва. Через 105 дней изнурительной войны страны подписали мирный договор. Задачи Сталин выполнил. Границу от города сдвинули, но цена этих 120 километров была так велика, что даже в прифронтовом Ленинграде не праздновали победу. Советские потери как минимум в 10 раз больше финских. Газеты ограничились скромными протокольными заметками. Так и сегодня в Ленинградской области не вспоминают о годовщине начала Зимней войны. Отменили тематическую реконструкцию. Хотя именно этот солдатский подвиг можно считать одной из главных народных жертв в советской истории. Правда, жертв, неудобных для воспитания патриотизма. В отличие от братских могил Великой Отечественной, в захоронениях Советско-финской войны почти не бывает офицеров и тем более политработников. Одни солдаты, как правило, неизвестные. Юрий Баранюк, Александр Глебов. Настоящее время. Ленинградская область.